Саламатсыздарбы, урматтуу Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Кайрадан Чүй облустук сотундабыз. Новопавловск айылындагы талашка түшкөн имараттын соттук процесси болот. Бүгүн адвокаттардын айтымдарына болжолу боюнча жыйынтык чыгышы мүмкүн. Кандай болот, эмне болот, аны биз алда сиздерге кенен чалдырып беребиз. Бизди акмалап туруңуздар, бизден алыстабаңыздар. Мүмкүн аны соттук коллегия чечет. Эми ал жерде Билбейм. билбейм. Возражаю, он же не может за сына отвечать. Иса утверждал, что он является учредителем ОСУ «Азамат». От 13 октября 2023 года отменить и направить дело на новое рассмотрение. Бүгүн кандай өнүгөт биз баягы күндөрү экинчи тарап келген эмес, анан далилдер да жок, документ да жок деп туруп албады. Ошо бүгүн жыйынтык чыгышы мүмкүнбү? Бүгүн эми иш боюнча жыйынтык чыгып калышы деле мүмкүн, аны соттук коллегия чечет. Балким дагы бир отурум болот, эмки отурумда чечим кабыл алынат балким. Бирок мына эшикти сырттан көрдүк, доогер өзүнүн өкүлү менен келиптир. Өткөн жолу өзүңүзгө белгилүү болгондой доогердин өкүлү эч кандай документтери жок, келип анан доогердин өзү ооруп калган деген себепти айткан болчу. Бүгүн ошол биз кое турган, соттук коллегия кое турган көптөгөн суроолорго жооп бериш керек алар. Азимова сатка койгондо чын эле кабарыбызда болгон эмеспи? Ликвидация болгон кабарыбыз болгон эмеспи ошо Азамат? жок болгон эмес. Биз кабардар болгон эмеспи, Азимова кантип койгон ошол эмени? Жок, ал директор эмес болчу ал жерде. Биз корпорацияда зам болчу да. Орун басар беле, бирок документтерди аткаруучу директор өчөт да. Аткаруучу директор болбойбу? Жок, ошо зам болчу да. Жанагы ликвидация кылыш үчүн минустан бери катталыптыр, тиешелүү арыздар беришкен. Эми ал жерде Кандай өткөргөн дейм ошолорду? билбейм мен. Өзү каякта айтылат? Билбейм. Аны кабарыбыз жок да? Жок. Амечи, баке, сиз 2002 жылы ушул капитал плюс менен эметип атасыз, бааландырып 44 000 долларга Жок, анда банктан кредит алып атасыздар да? Ошол тууралуу кабарыңыз барбы? Анда билбейм. Мен корпорация түзүп, ошол корпорация Азамат Ойл деген башчысы болчумун. Фирмаларга үстүрттөн карачумун. Бул 94-жылы ПКФ Алина дегендин директору болуп, ошого сатып алгам. Дом культура болчу. Красный Заря деген колхоз. Анан кийин ошол Азамат фирмасына доляга кирип, ошого өткөзүп берип, анан торговый дом Элита деген түшкөнбүз. Ошонун учредительный взнос кылып, торговый домду шака өткөрүп бергенбиз. Андан кийин кабарым жок. Элита өткөргөнүчүчү. Сиздин балаңыз ошо Элита документ менен өткөн, бирок фактически өткөн эмес деп сот курулусуна фактически өткөн, просто багы документально аларга оформить этилбей калыптыр да, аны мен кийин билип атпайм. Качан билип атасыз ошондо? Кийин мына 19-жыл. Ага чейин имарат тагдырын билген жоксуздарбы? Жок. Миллион 60 соток жерде турган бир канча миллион саткан имарат экен, анан кабарыбыз жок болгонбу дейм. Жок, ал мен биздики да эле тура бергенде, биз документтеги колдо болбогон дейчи. Буга чейин Хуаянга качан жаздыңыздар? 2018 Ошондо 19-жылы билинип атпайбы? Хуаянга 18 жазып атасыздар да? 19. Жок. Ага өткөндө билесиздер Хуаянга. Жок. Эч бир жерге өткөн боюнча маалыматыңыз жок да? Биз ошо баланста турат деп эле жүрө бердик да. Элитада торговый дом иштечи да. Ликвидация болгондо билген жоксузбу? Эч маалыматыңыз жок. Жок, торговый домду ушул жерде ушулга чейин ал иштейт, просто приостановили да. Кантип билип калдыңыз 2019-жылы ошол сизге? Мен балам арыз жазып кайрылыптыр да. Балам эмес болчу да. Компания. Элита кантип болуп калат эгер Азамат ликвидация болуп кеткен компанияга 60%-ын ээлеп калып турган экен да? Ошону айтып атпаймынбы, ошол 2002-жылы ошол жака безвозмездно өткөрүп берилген. Ошону гана билем мен.
калган башка нерсе билбейсиз? Иштейм билбейм. Кабар болсок да. Жок. Мен бөлөк иш менен иштечим да. Адил Азимовну качан көп сакышты болду? Ошол 2004 көргөнмүн. 2003 2004. Башка фирмаларда да сиз менен чогуу үлүштүк негизи эмек бар экен да. Үлүштүк негизи фирмаларда долясы бар. Жок, билбейм аны. Жок. Эч нерсе жок. Ал өзү каяктык Адил Азимов? Кантип сиз иштешип калдыңыз эле? Эмне болду эле? Билбейм. Бирөөлөр алып келген. Орун басар болду сизге. Менин орун басарым Лямина болчу, ошол башкачы да. Турдумамбетов каякта? Турдумамбетов ортодо Осмон деген бирөөнү коюпсуңар генеральный директор деп. Ошол протокол собрание учредителей сиздин да колдоп жүрөт. Сиз кол койгонмусуз? Жок. Жолуктуңузбу? Жок, эч кимге жолуккан жок. Эч ким тааныбайм. Өзүлөрү жолукса сүйлөшөбүз. Сүйлөшмөкпүз. Сүйлөшкөн жокпу? Жок, эч ким. Сотто эле кетасыздар. Мен ошол өзүмдүн правамды колдонуп эле мен эме чечим чыккандан баштап эле соттошуп келатабыз. Бул кызды тааныйм, башкасын тааныбайм да мен. Эч кандай сүйлөшүүлөр, эч нерсе болгон жок. Басып да барган жокпуз аяка биз. Мурдак ээлерине билбейсиз да, Хуаян деген алган экен, алар да бир канча эл көргөн экен. Жок. Когда он делал зал, сюда явились сам истец Мадьяров, Туктусун Мамбетович, его, да, тяжелица. Так, Анатолий, присаживайтесь. Головную убор снимите, если не нужно. Так, значит, явились те же стороны, было то судебное заседание, да? И истец явился, да? Все, да? Так, мы, судебное заседание у нас уже было начато. Все уже выяснили, выступили, свои пояснения дали. Мы оставили сегодня 1 минуту перерыв в связи с тем, чтобы университет и ему дать свои пояснения. Так, пожалуйста, Мадьяр, состав суда доверяете? Дело рассматривается в составе судебного школьствия, Масагирова, Туктубая, Персикович, Мусалеви. Состав суда доверяете? Да. Доверяете, да? Процессуальные права вам объясню, имеете право знакомиться с материалом дела, снимать копии, давать ходатайство дополнения. В случае несогласия с нашим актом, обращаться в консульство институтки. Понятно, да? Да. У вас есть каким ходатайство до начала рассмотрения дела? Вот я августе болел, бюллетень, потом вот амбулаторный карточку. Это что вы хотите, что внутриобщили? Да. Раз, когда вы отправили представителю, что вы нам не приносите больничными, да? Вы хранили, да, вот это? Хорошо. Приобщается, да, сторону, не возражаете? Присаживайтесь, пожалуйста. На том судебном заседании мы отложили 1 день перерыв, чтобы стороны предоставили имеющиеся доказательства, да, по делу. Пожалуйста, кто что? Можно, да? Уважаемая судебная коллегия, уважаемые участники судебного заседания, значит, Чуй-Бишкекское управление юстиции на ваше требование от 20 августа передало копии ликвидационных документов ОСО «Азамат» на 21 листе. Прошу приобщить вместе с сопроводительным документом. Хорошо, ну, у вас второй экземпляр же есть, да? Только 1 экземпляр в оригинале. Стороне. Да. Давайте так, попридержитесь пока, пожалуйста, да? Мы тогда же отложили, переходили, чтобы Мадьяр смог, да? Нас выступили Да. потом оставили перешли к другой стороне, да? И Нам другая сторона сказали, что документов нет, и не могут ответить на все вопросы, и сам Мадьяров придет. Поэтому мы сейчас должны выслушать эту сторону, а потом мы идем дальше. Так, пожалуйста, Мадьяров, ваш представитель выступал, вы сами что хотите сказать? Согласны теперь? Да, документы у меня были. Не согласен. Я согласен с выступлением адвоката. Пожалуйста, ваша позиция, говорите, вам слово.
сейчас А? во второй инстанции, да, рассматриваем. Решение вынесено в вашу пользу, а другая сторона с этим не согласна. Мы подали апелляционную жалобу, там указывают свои доводы. Потом еще был Верховный суд. Верховный суд тоже дал направление, что нужно нам проверить. Вот с учетом этого. По доводам Ну, я жалобы, узнал чем после мы- 19 года, по сути, это раньше был Дом культуры. Я его приобретал еще в 1994 году. У меня была производственная коммерческая фирма «Алина». Я на «Алине» его покупал, потом создавали «Азамат». Я учредительные доли 70% передал им. И потом в 2002 году вот, новый созданный торговый дом «Элита» безвозмездно передали это имущество. И вот «Элита» до сих пор существует. Вот «Элита» есть 60% ОСО «Азамат» доли находится, 40% мой сын Мадьяров Талгат. И когда Талгат обратился в органах, и они выяснили, что это недвижимость, оказывается, была продана. Я тогда после 19 года узнал. Вот и все. В основном адвокат знает, и там дело. Вот если надо, вот документацию могу я передать. Да? Так, продолжайте. Все, да? Да, у меня вот только есть книга, когда меня в 97 году такой красной книги в то время давали. И там замминистра Арабаев выписал, что свидетельство это торговый дом «Элита». Это у меня сохранилось. Арабаев, Чолпонбаев. Что доказывает, что это было мое имущество. Все, да? Тогда представитель, продолжайте, пожалуйста. Ну, уважаемый суд, в прошлый раз был задан вопрос по поводу Талгата Мадьярова, что я указывал, что он был генеральным директором, и он подал. Оказывается, я чуть-чуть попутал, он являлся участником СО «Элита». На основании того, что он был участником, он подавал заявление в суд. Вот. На сегодняшний день мы нашли вот, документы на это имущество, которое было в то время, оказывается, еще выдан акт на СП «Азамат». В то время еще СП «Азамат», он еще не переоформлялся на ОСО после новых нормативных актов законодательных, он переоформился на ОСО. А так он был переоформлен еще на... Имущество было оформлено на СП «Азамат». Это вот земельный участок, на земельный участок документы. Вы спросили? Но паспорт, увы, мы не нашли. Зеленая книга. Ну, как я уже ранее говорил, имущество на основании того, что были поделаны, он являлся единственным участником и председателем. Вот. После он передал это имущество ОСО «Азамат» в качестве уставного капитала. Вот. В последующем, в связи с течением обстоятельств, зная о том, что в 2002 году это имущество было передано торговый дом «Элита», он не знал и не мог знать о том, что в 2003 году Азимова в то время была руководителем подделав документы, продала его китайской компании. Об этом стало известно только в 2019 году, после того, как начался процесс от участника «Элита» Мадьярова Талгата, который был подан заявление, а также иск в суд. Иск в суд, оказывается, было прекращено в связи с тем, что адвокаты не принимали участие. Вот, оно было оставлено без рассмотрения. Но в последующем было подано заявление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году.
По ходу возбужденного уголовного дела была проведена почерковическая экспертиза, были проведены выемки необходимых документов, после чего были получены документы по купле-продаже и по протоколу, что было направлено на почерковую экспертизу, которая указала о том, что подпись Мадьярова Токтоса Нурманбековича выполнена третьим лицом, что доказывает слова самого истца, что он не был уведомлен и не был согласен на реализацию данного имущества третьим лицом и не давал такого согласия, уважаемый суд. Все. К самому Мадьярову можно вопрос? Токтосун Арманбекович, скажите, пожалуйста, вы в своем исковом заявлении указываете, что узнали о договоре купли-продажи, когда ваш сын стал директором в 2019 году. Сейчас ваш представитель говорит, что он не был директором, он был участником. Так когда вы узнали о договоре купли-продажи 2003 года, да? 2004 года? После 2019 году, когда у меня уголовное дело открылось, потом следователь пригласил, тогда я узнал. Ну, уголовное дело, чтобы возбудилось заявление же ваш сын писал? Ну, он писал. Он уже на тот момент знал, что есть договор? Кто? Сын ваш? Я не знаю, когда я узнал. Вы когда узнали? Сына у меня была раньше претензия. Потому что где мой торговый дом, где этот, понимаете? Ну, вы с сыном общались, да, по поводу этого торгового дома? Нет, раньше не общались. Вот вы говорите, что ваш сын в 2019 году узнал. Он в 2019 году подал работу. Тогда было ясно. До этого он учился. До 2006 года он в Москве учился. Он здесь не было его, когда они его продавали. Тогда вот вопрос в этом. А как вы тогда можете объяснить, вот есть определение Сокулукского районного суда о наложении ареста на это недвижимое имущество Фрунзе 176А, и здесь указывается, что в производстве Сокулукского районного суда находится гражданское дело по иску Мадьярова Талгата Токтосуновича, Косо-научно-биологическая компания, где как раз оспаривается договор купли-продажи. Я не знал его. Но вы говорите, ваш сын в 19-м узнал, и вы узнали в Нет, 19-м. 19-го. Это же уголовное дело. Нет, это гражданское дело. Да. Арест накладывается. Раньше, может быть, арест накладывали. Угу. Хорошо, теперь скажите, Я пожалуйста. вот последний арест знаю. Хорошо. А теперь в 2004 году, в 2003 вы подписывали документы по ликвидации ОСО Нет, «Азамат»? я ничего не подписывал. А чем это подтверждает, что вы не подписывали? Ну, чем угодно можно подписывать, подписать. Вот надо же, вот почерку все делать. То есть вы при ликвидации не участвовали? Не участвовал, я же далеко был, я же большой корпорации командовал, я практически в этих делах не участвовал. Хорошо, вы, значит, не знали о том, что ОСО «Азамат» ликвидировано, да? Да, конечно, не знал. А вот с 2004 года вы являетесь 60, да, или 70% учредителем, да, вы указываете? Да. Вот являясь такой большой пакет акций, вы с 2004 года интересовались, почему прибыли нету, почему общих собраний общества нету, вообще как-то участвовали в судьбе этого общества? Если вы... В судьбе общества «Азамат». Общее собрание собирались, прибыль распределялась, еще как-то. Азамат же другом, у него направление занятия было другое, нефтепродукт. А торговый дом просто, он торговый дом элита занимался. Каким образом занимался? Нет, я имею в виду, ну хорошо, нефтью занимался, Азамат занимался. Вот вы нефтью занимались, Азамат, с 2004 года? Что-то, какую-то деятельность была у ОСО «Азамат»? Ну, конечно, была. Какая? Отчет есть, отчет все сдано. Что было? Общие собрания были после 2004 года у ОСО «Азамат»? ОСО «Азамат» только вот в 2002 году было.
А то оперативные совещания, конечно, наверное, пропадет. Там директор тоже другой получается. Я корпорация, Азамат, корпорация команду, президент корпорации. Там было несколько компаний, около 10 компаний. Но вы же как учредитель с большей долей должны же интересоваться судьбой как имущества, так и УСО. То я корпорацией интересовался, сколько там. То есть не интересовались, да? Пока нет. Можно да, пару вопросов. Уважаемый истец Мадияр, скажите, пожалуйста, вообще ОСО Азамат с какой целью вы создавали? Мы занимались нефтепродуктами. Целью извлечения прибыли, говорится в вашем уставе, это верно? Да. Вы были заинтересованы получать периодически прибыль от этой деятельности, от этой компании? Ну, конечно. И как часто прибыль, дивиденды между учредителями распределялись? Когда если есть прибыль, распределялась на основании собрания. Как часто вот в уставе учредителя? Ну, год один раз. Прописано это было? А? В учредительном Ну, договоре, я в сейчас не уставе. помню, учредитель уставного капитала. Уставе вообще, да, в уставе предусматривается. Прочитайте устав внимательно. Нет, устав-то прочитали. Вот следующий вопрос. Вы последний раз Азимову когда видели, гендиректора? Я не знаю, когда, я сейчас не помню, где-то в 2004, наверное. В 2004 видели. В связи с чем вы видели? В связи с деятельностью компании? Нет, до этого они у меня работали. У меня компания больше 100 человек. Потом уволилась и нету. Так, согласно архивным документам, именно вы рекомендовали, ну, посоветовали учредителям назначить ее гендиректором. Это верно? Нет. И в протоколе об этом говорится. Ну, протокол написали. А директор был другой человек, по этому министру тоже. А министр был Самидин Анарбек. Он, вот, сейчас его нету, потому что он коронавирусом умер. Не, после Самидинова вы же назначили на общем собрании гендиректором Азимову. Правильно? Я не назначал. Вы ее вообще знали? Да? Не назначал. Вы ее знали? А? Ее знали? Да, так, как знал, но В качестве кого знали? как что работника. Компания ОСО Азамат или другой компании? У нас общая компания, Какая? Азамат Ойл. Не, к ОСО Азамат конкретно она имела отношение? Нет, не имела. Не имела? Так. Тогда каким образом печать ОСО Азамат оказалась в ее руках? Я же не знаю, я не ясновидящий же, я как знаю. Ну, значит, Хорошо. Заместитель корпорации был, он в руках был, наверное. Скажите тогда, пожалуйста, вы до этого ликвидировали ОСО Азамат или она до сих пор существует? А? ОСО Азамат на сегодня существует? Я сам не ликвидировал, значит, другие ликвидировали. Нет. По вашему представлению, по вашему пониманию, ОСО Азамат на сегодня существует или вы когда-то ее ликвидировали? Я не знаю. Вы до Не, какого уважаемый момента? суд, я возражаю. Уже сколько раз говорится, что оно ликвидировано в 2004 году. Чего обратно повторять? Вопрос правильно? Уточните вот вопрос. Да? Вы говорите, что о ликвидации не знали. Возникает вопрос. Вы, значит, до сих пор представляете, что ОСО Азамат существует, верно? Или нет? Нет. Я вот торговый дом элиты существует, знаю. Здание, да? Он в составе Азамат элита был. Вот это должен быть там в составе. А юридическое лицо ОСО Азамат, которое вы когда-то зарегистрировали в Минюсте, оно существует на сегодня или В нет? 2019 году узнал же. Вы узнали, да? Мне зачем заблуждение вводить? Я же не маленький человек. Дорогой Нет, адвокат. Вы Я- умный адвокат, я знаю вас. Я По уточняю другим вас. делам. Зачем так? Нет, заблуждение вводить. Я вам вопрос Нет, отвечу. то есть вы все-таки узнали в 2019 году, что ОСО Это было не только ты ликвидировано. грамотный человек, республика. Давайте так. Если Зачем? вы знаете ответ, отвечайте. Я Если сказал, не знаете, нету, нету, значит, нету. не знаете. Не знаю. Ага. Нет. Так. В 2019 году вы узнали о ликвидации ОСО Азамат. А ваш сын когда узнал? В 19 Я не или знаю, 17? сын, он же большой человек. Уважаемый суд, 44 возражаю. года. Он же не может за сына отвечать. Узнал.
Хорошо, следующий вопрос. Вы куда-либо обращались по поводу, с целью оспорить вот это протокол общего собрания от 27 октября 2003 года о продаже здания «Элита»? Вот, говорите, он сын обращался. Вы лично не обращались, да? Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, какое отношение ваш сын имеет к ОСО «Азамат» и к изданию «Элита», торговый дом «Элита»? Можно я отвечу? Юридически. Можно отвечу, да? Уважаемый суд, мы сейчас обратно повтор. Этот вопрос мы уже обсуждали на прошлом заседании. Какое отношение имеет Талгат? Талгат является участником «Элита», участником. «Элита» есть два участника. Это ОСО «Азамат» и Мадиаров Талгат. Все. Этим все сказано. Какое отношение Талгат, Азамат, элита, торговый дом. Об этом все уже сказано. Можно вопрос? Обратно все повторять. Не повторяйте. Скажите, пожалуйста, вот представитель, Мадиаров Талгат с какого времени имеет отношение к ОСО «Элита»? Мадиаров Талгат? Да. Мадиаров Талгат. К ОСО «Элита» ЛТД. Какого Элита ОСО? ЛТД 2002 года, если не ошибаюсь. Кем он тогда был? Участником? Участником, да? Так, в дальнейшем вы тот раз говорите, что было принято решение передать ОСО Да, «Элита» ЛТД, вот это здание. да. Также сказали, что регистрацию в кадастре данное мероприятие не прошло. Да. И? Тогда вы юрист. Да. Каким образом вообще он имеет право обращаться в суды, правоохранительные органы по поводу здания «Элиты»? Да Юридически потому что никто же. юридически, смотрите, ОСО «Азамат» в 2002 году участник ОСО «Азамат» принимает решение участников высшего органа ОСО «Азамат» передать имущество ОСО «Азамат», торговый дом «Элита», собственность ОСО «Азамат», собственность торгового дома «Элита». Все. Уточните, в каком году? В 2002 году. В втором году. Это данный протокол, данное решение учредителей, кто должен был исполнить? Этот протокол должен был исполнять руководитель ОСО «Азамат» о передаче совместно с торговым домом «Элита». Хорошо. Вы говорите руководитель. Кто этот руководитель был тогда? Это Азимова Адиля была на тот момент. Вопрос тогда. Почему ваш доверитель сейчас утверждает, что вообще Азимова не знает и она не была гендиректором? А он уже сказал, что корпорация «Азат», там больше 100 работников, человек в возрасте не 15 лет, не 19 лет. Может быть, я ошибается. Азимова Адиля была на тот момент руководителем, так как в протоколе было указано о передаче. Вот. Азимова Адиля в последующем, как вот по вашим прошлым выступлениям, вы говорите, что она по ходу и закладывала это имущество, в последующем, получается, вот сейчас документы предоставили, ликвидировала это имущество. Она была руководителем. То есть вы считаете, что в 2002 году все же общее собрание состоялось, где принято было решение передать и поручили Азимовой, верно? Передать. В том числе ваш доверитель. Это участвовал. решение высший орган исполняет, исполнительный орган. Соответственно, Азимова была исполнительным органом. И это решение было исполнено или нет? Это решение не было исполнено со стороны ОСО «Азамат», тогда как высшим органом было принято данное решение о передаче. Азимова не исполнила данное решение. И не зарегистрировали, да? И да, не зарегистрировала это имущество на ОСО «Элита». ОСО «Элита» Мадиаров с этого и начинает. Почему? Имущество должно было передано. Как было сказано, он уехал на учебу, в последующем вернулся, начинает разбираться, имущество до сих пор не оформлено. И с этого все пошло. Нет, понятно. Пошло когда? В 19 году? Получается, в 2019 году. 16 лет, получается, ваш доверитель не интересовался судьбой этого здания? Все думали, что оно сейчас зарегистрировано за ОСО «Элита». Так как было принято высшим органом руководства передачи и все на это. Так, В последующем узнаю, что оказывается это все не так. ваш доверитель вел вообще контроль по вопросам налогов, социальных отчислений от ОСО? Мой доверитель может сам указать на это ваш вопрос. Я за него не отвечаю. Он указал, что он был руководителем большой корпорации, он мог и не знать, что там мелкие ОСОшки производят между собой.
больше 100 работников, не то что 100, 10 человек уже не сможешь руководить и знать, кто где находится. Он сейчас указал же на это. Это торговая корпорация «Азамат», куда входили вот эти вот все компании, где он был участниками. Там много было, видимо, сделок и разных вещей, которые он может сейчас и попутать. То есть, получается, последний раз в 2002 году ваш доверитель видел Азимова, верно? Потом не видел, да? Ну, возможно, я не знаю, я сейчас не могу утверждать за него, видел он, не видел. Ну, давайте у него спросим. Скажите, господин Мадьяров, вы только что говорили о том, что Азимову не назначали гендиректором, ее не знаете, что работников у вас не предлагали ее на должность гендиректора. А ваш представитель говорит, что в 2002 году на общем собрании вы приняли решение передать здание «Элита», торговый дом «Элита», ОСО «Элита ЛТД», при этом поручили все исполнить этому гендиректору Азимовой. Как получается, вы все-таки знали, что она гендиректор, или не знали? Я еще раз повторяю, у меня корпорация больше 10 компаний было. Я рынок Кыргызстана около 40% обеспечивал нефтепродуктом. Начиная с 1992 года, вот 2005 года. И поэтому каждая компания был свой директор, свой бухгалтер. Она числилась у нас штатных расписаниях как корпорация «Азамат», а не так, как там компания директор. Вы меня спрашиваете, я не могу отвечать поэтому. У каждой компании был свой директор. У корпорации штатное расписание было. Мы находились по улице Тимиразова, вот 200 у нас корпорация находилась. И очень много у нас нагрузка было. Каждый месяц у нас больше 10 тысяч тонн нефтепродуктов поступало. Скажите, но директор такого большого предприятия должен быть или нет? Что? У такого большого предприятия с объемами нефтепродуктов, со 100 человеками директор есть? Я директором был, президентом. Вы сдавали отчеты в налоговую, ходили, да? Да? Каждая компания отдельная. У нас... Нет, подождите, мы говорим про компанию «Азамат». Ну, Азамат... Вы сейчас не хотите сказать суду, кто был директором. Директором... Азимова не была директором. Ну, она, там говорят, была, я не знаю ее, Самидин был раньше директор. Вот вы участник ОСО «Азамат», 70% доля, да? Огромное предприятие, кто-то должен им руководить, как минимум, сдавать налоговую отчеты, подписывать документы распорядительные. Кто это все делал? Вы делали сами? Нет, там... А кто делал? Самидин Анарбек был, Самидин. Мы можем Когда запросить я налоговую, назначал. и будут везде подписи руководителя Самидинова. Раньше. Подписи Азимовой там не будет нигде, да? Азимову написано. Ну, потом Азимова сам себя назначил, наверное, так получается. Так было. То есть вы ее не назначали? Да. Самовольно назначили. Самовольно, вот. И все, и никто на это не обращал внимания. Да. Понятно, все. Можно один вопрос? Ну, вы можете, если коллеги разрешит, сидя отвечать. Да. Не, подожди. Не, сидя нужно. Можете сидя отвечать, пожалуйста. Вопрос такой. Вы когда вот принимали какие-то серьезные решения, в том числе по зданию торгового дома «Элита», вы потом отчет требовали, вот исполнено решение или нет? И у кого требовали, если такое было? Что требовали? Вот вы же решение принимаете на общем собрании продать здание, то есть передать здание «Элита ЛТД». Ну, если бы элита продавала бы, я знал. Если элита продавала. Истец, вам вопрос по-другому задали. Вот вы решили «Элиту», ваш торговый дом, здание, которое спорное здание, передать ЛТД или ЛТД. Вы проконтролировали это решение? Что? Вы ЛТД передали торговый дом, да? Вы документацию проверяли, передано, не передано? Но по балансу элита существовал, торговый дом работал. Там мы мебель продавали долгие годы. А баланс есть торговый дом элиты. Я на суде Соклука показывал там. Это тоже баланс, вот это имущество показывается в цифрах, а там вот это Азамат, сколько там стоит это здание, там баланс элиты, торговый дом числился. Элита числится? Да, торговый дом элита числится, вот этот торговый дом, она же его передана.
Вот раньше было, сами знаете, какой-то компанию создавать, надо учредительный торговый дом дал, значит, она же принадлежит, торговый дом элиты принадлежит, не Азамату. А это как будто вырвало и продали, это потом получается. Нет, все же вы проконтролировали, да, получается, вот, исполнение решения общего собрания Азамат о передаче торгового дома ОСО «Элита ЛТД». Проконтролировали до конца, что передано здание или нет? До конца не передано, получается. Получается, вы не проконтролировали. Да, Да? да. Так, вы в тот период вообще в каком районе проживали Казахстана? В 2003-2004 годах? Ну, я в Кыргызстане, в Бишкеке проживал, ну, каждый месяц ездил в Москву, в Лондон, туда-сюда, на место не То было. есть вот здание вы видели ли в те Да. годы? Оно стоит, не стоит? Да, стоял. Стояло, да? В последующем тоже интересовались вообще, здание стоит, что с этим зданием? Или нет? Все же Она 16 на этот участок, где торговый дом «Элита», это по этому адресу оформлен торговый дом «Элита». Вот сегодняшний, например, хозяева у них, я думаю, незаконный там. Там по этому адресу не должна была фирма. Только «Элиты» они должны были покупать, а не другой компании. Нет вопросов? Ошибку. Спасибо. Дополнение, какие вы документы принесли с регистра? Можно, да? Последняя выписка есть на имущество? Имущество. Принесли, да. У нас вот ходатайство как раз о приобщении к материалам дела ряда документов. Мы из Госрегистра сделали запрос. Здесь имеются сведения по всем сделкам, какие до последнего дня. Из приложения всех договоров, которые были заверенные копии. Кроме того, на прошлом судебном заседании вопрос стал по поводу технического паспорта. Вот копию технического паспорта просим приобщить. Так, это вот из Госрегистра. Кроме того, также хотели, и на прошлом судебном заседании вопрос вставал по поводу Мадьярова Талгата. То является он руководителем, то не является. Мы тоже свежую выписку из Министерства юстиции взяли, просим приобщить к материалам дела. Кто является директором этого общества, здесь указано, кто учредителями. Все указано, никаких изменений с момента регистрации, то есть с 2002 года никаких изменений не было. Вот, просим приобщить к материалам дела эти документы. И также истец утверждает, что не знал о договоре. Просим приобщить к договору. Прикладываются такие квитанции об уплате пошлины по договору, и здесь плательщиком является Азамат, ОСО Азамат, поэтому истец не мог не знать. А сумма 40 тысяч сомов. Так, вот эти документы просим приобщить к материалам дела. Так, ага, сейчас с другой стороны тоже все. Тоже о приобщении, уважаемые судебные коллеги, вот тут тоже все время поднимается вопрос, кто обращался в правоохранительные органы, кто в суды обращался. Вот с архива заверенные копии определений, просто я не знаю, какие в деле имеются, вот все определения, наложение ареста по гражданским делам, какие имелись, в хорошем читаемом качестве, заверенные архивом, все аресты, также просим приобщить, если там необходимость. Вот. И также еще вставал вопрос по поводу, какое здание, в каком состоянии было, в каком виде, для обозрения судебной коллегии фото. Сторона, вы копию иска не сняли, да? Нет, копии иска нет, только определение, У вас в деле есть эти
Ага. Да, они не заверены, а здесь как раз вот заверены и в таком, ну, читабельном. И вот на обозрение фото, в каком виде раньше здание было, а здесь дальше вот в каком виде в настоящее время после ремонта. Для обозрения, да. Так, вторая сторона знакомились, да? Да, да, знакомы. Можно еще, да? Там еще какие дополнения? Сразу. Уважаемая судебная коллегия, просим приобщить к материалам гражданского дела копии, заверенные копии из Чуй-Бишкекского управления юстиции по ликвидации УСАЗАМа. Значит, здесь протокол номер 1 от 1 января 2001 года о назначении Азиму Адиля Абдуллаевна директором сроком на 5 лет. Далее идет протокол от 23 декабря 2003 года о создании ликвидационной комиссии в составе директора ОСА Азимовой и главного бухгалтера Ереминой. Дальше справка с налоговой службы, справка документальной проверки соблюдения налогового законодательства УСА на ликвидацию от 24 декабря 2003 года, сопроводительные письма городского управления юстиции, Чуй-Бишкекского управления юстиции, также обходной лист, то есть они обошли 19 банков, имеются печати, подписи соответствующих должностных лиц банков о том, что все счета закрыты по СУАЗамат. Справка с акционерного коммерческого банка Экобанк о том, что расчетные счета закрыты по СУАЗамат. Справка с налоговой службы, социального фонда точнее. Да. Дальше протокол общего собрания от 22 февраля 2004 года об утверждении ликвидационного баланса УСАЗамат. Дальше ликвидационный баланс сам. И протокол общего собрания учредителей от 22 декабря 2003 года о ликвидации УСАЗамат. И вот приказ от 16 июня 2004 года, приказ Министерства юстиции, внести в государственный реестр юрлиц сведения о прекращении деятельности УСАЗамат. Это все на 21 листе. А также здесь имеется копия справки об уничтожении печати. Это вы получили? Из Чуй-Бишкекского управления юстиции, вот сопроводительное письмо. А вот это требование... Нет, по потребованию. Да, по требованию суда это было. Еще одно ходатайство. Так, следующий ходатайство. Просим приобщить к материалам дела ответ прокуратуры Сухолукского района на обращение господина Рахиль. По поводу прекращения уголовного дела по заявлению Мадьярова Талата. Вместе с приложенной копией. Просим приобщить. Можно включить постановление тем, что вы получили? Он не подписанный, да? Он у вас тоже не Не подписан? подписано, потому что это с QR-кодом. Нет, подписано там не видно. Вот это? Нет, там QR-код. Вот, само постановление. А, само постановление, да? QR-кодом. Так, понятно. Так, познакомились, да? Больше все с вашей стороны, да, документы? Да. Ваше мнение в правом приобщении? Ну, уважаемый суд, не возражаем, мы еще будем дальше по поводу прекращения дальше Так, обращаться. судебная коллегия удовлетворяет ходатайство, приобщаем, и мы сами еще запросили данные документы. Представленные документы приобщаются к материалам дела. Так, у вас какие ходатайства? Нет, не имеем уже. У вас нет Мы уже ходатайств? предоставляли. Если больше ходатайств дополнений нету, тогда переходим к прению сторон. Так, апеллятор. Начинаем, да? Слово. Что просите? Да, уважаемая судебная коллегия, я полагаю, что доводы, указанные в нашей апелляционной жалобе, полностью подтвердились в ходе судебного исследования всех обстоятельств дела и пояснений самого истца, его представителя. То есть все доводы о том, что якобы он узнал о договоре купли-продажи
2023 года в 2019 году не нашли никакого подтверждения, кроме голословное это утверждение. Материалами дела подтверждено, по требованию суда из Чуй-Бишкекского управления юстиции были истребованы документы по ликвидации ОСО «Азамат», где Мадияров являлся одним из учредителей. Все протоколы, 3 протокола там имеется. Первый протокол – решение о ликвидации ОСО «Азамат». Второй протокол – назначить ликвидационную комиссию. Третий протокол – утвердить ликвидационный баланс и обратиться в органы юстиции по ликвидации данного общества. Все 3 этих протокола были подписаны лично самим Мадияровым, как участником данного ОСО. Поэтому документально, полагаю, с нашей стороны подтверждено, что и на момент ликвидации происходит... Какие активы имеются, да, они распределяются между учредителями. Поскольку этого здания не было на балансе, поэтому оно, естественно, и не было распределено. Доводы о том, что якобы было передано ОСО «Элита», вот имеется решение о передаче. Это решение, сами они подтверждают, оно не было исполнено. После данного решения также в материалах дела имеются протоколы общих собраний ОСО «Азамат». Это же здание участники решают предоставить в залог, в банке получать денежные средства. То есть уже после 2002 года Мадияров, как участник, в том числе знал о том, что здание до сих пор находится на балансе ОСО «Азамат». Там 2 кредита получались. Кроме того, если вот утверждают, думали, что ОСО «Азамат» передали, ОСО «Элита» получила это здание, они думали, но тоже довод такой непонятный, поскольку участниками-то «Элита» ЛТД тоже являются Мадияров Талгат и ОСО «Азамат». То есть ОСО «Азамат» от себя передает «Элита», и тут же они учредители. И как они могли не знать, перешло это здание в их собственность или не перешло. Поэтому... Кроме голословных утверждений, больше ничего вот в исковом заявлении не указано. Полагаю, что пропущен срок исковой давности истцом. В заявлении о восстановлении срока уважительных причин не указано. В заявлении указано, я узнал недавно. Все. Это неуважительные причины пропуска срока исковой давности, что... И данное обстоятельство, полагаю, является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о признании протокола общего собрания недействительным и вот первого договора купли-продажи. Что касается последующих договоров купли-продажи, истцом в одном из уточнений искового заявления указано, что первый договор купли-продажи является недействительным, следовательно, все остальные тоже недействительны. Всего лишь одно предложение. Хотя истец должен был обосновать свои требования и указать, почему последующие договоры являются недействительными, по какой статье конкретно Гражданского кодекса истец считает, что данные договоры являются недействительными. Этого не было сделано. И только это право истца распоряжаться по своему усмотрению, какие требования ставить. Никаких требований заявлено не было. Поэтому, поскольку последующие сделки не могут автоматически признаваться недействительными, то, полагаю, и по требованиям о признании недействительными последующих договоров, эти требования также подлежат отказу в удовлетворении. И поэтому мы с решением суда первой инстанции не согласны. Просим отменить решение Соколовского районного суда Чуйской области от 13 октября 2023 года полностью и вынести новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований Мадиярова Тактасуна Арбанбековича в полном объеме. Кроме того, судом первой инстанции неправильно была взыскана госпошлина за рассмотрение дела в суде первой инстанции, поэтому прошу также довзыскать эту госпошлину с истца. У меня все. Можно дополнить. Уважаемая судебная коллегия полностью поддерживает выступление моей коллеги. Хочу дополнить тем, что Талгат Мадияров, он дважды обращался в суд в 2017-м, Соколовский районный суд, но его исковое заявление не было
рассмотрено. В дальнейшем, в 2018 он обращается в межрайонный суд. И там тоже его исковое заявление не было рассмотрено. Из определения межрайонного суда исходит, что в силу имеющихся недостатков его исковое заявление оставлено без движения для устранения недостатков, однако в дальнейшем он не устранил эти недостатки. При этом при подаче искового заявления Талгат Мадияров, то есть сын Иса, утверждал, что он является учредителем ОСО «Азамат». Мы считаем, что суды не рассмотрели исковые заявления, поскольку он не смог доказать, что он является учредителем ОСО «Азамат». В дальнейшем он в 2019 году, как исходит из имеющихся материалов, он обратился в Сокулукский РОВД. РОВД почему-то на основании его заявления, поверив на слово, получается, о том, что он якобы учредитель ОСО «Азамат» и имеет отношение к зданию, возбуждает дело. Данное дело неоднократно было приостановлено за неустановлением лица, подлежащего к привлечению уголовной ответственности. И вот 7 месяц, то есть в июле 2022 года, очередной раз следственный орган приостанавливает дело до 3 ноября 2023 года. И между этими датами, в этот период, следователь почему-то назначил экспертизу. Он не имел полномочий законных назначать при приостановленном деле экспертизу. Дальше, как на один из доводов ссылается истец на эту экспертизу, якобы его подпись была подделана. Если Азимова, будучи директором, действительно подделала подпись, это подходит под статью мошенничества, то есть злоупотребление доверием и путем обмана завладеть чьим-то имуществом. Дело должно быть доведено до конца, поскольку заключение экспертизы, согласно части 3 статьи 84 Уголовного процессуального кодекса, не является обязательным ни для следователя, ни для суда. Вина Азимовой подлежала доказыванию в рамках уголовного дела, и оно могло быть доказано лишь обвинительным приговором, вступившим в законную силу. Всего этого не было. И что еще интересно, в ходе следствия со статьи мошенничества почему-то следователь переквалифицировал статью на статью 209 Уголовного кодекса. Это злоупотребление доверием и использование там электрической, тепловой энергии путем обмана хозяина, да, получается. И это тоже нам непонятно. Причем тут электрическая и тепловая энергия, если дело идет по обману, вокруг вопроса обмана. Вот в этой связи хотел бы сказать, что заключение никак не может быть, не может служить доказательством того, что подпись Мадиярова якобы была подделана. Прошу все это учесть. Спасибо. Так, Ариф Мухаммад, вам слово в прениях. Что просто решение суда? А спорт? Поддерживаем. Да, поддерживаем. Присаживайтесь. Так, представитель учреждения. Поддерживаю полностью все. Да, я поддерживаю полностью все приведенные доводы и доказательства наших адвокатов, поэтому просим отменить решение Сокулукского районного суда в полной мере. Спасибо. Так, представитель Адышев. Да, я тоже полностью поддерживаю. Что просит по решению суда? Все доводы не обоснованы. Это уже второе судебное заседание наше говорит о том, что никаких бумаг еще подтверждающих со стороны их нету. Тоже полностью поддерживаю. Пожалуйста, Мадияров, по решению суда, что вы просите вам слово? Можно я? Можно я? Можем суд? Вы как представитель Мадиярова Талгата и как представитель Мадиярова Токтосуна. Ну, Токтосуна, только Токтосуна, Талгата не представляю. Вы уже Талгата не У представляете? меня доверенность истечена уже. Уважаемый суд, как уже было сказано со стороны представителей Тарика, так получается, что по их выступлениям все то, что было и проведено было судом, и с нашей стороны предоставлены документы, а также почеркевская экспертиза, все они не признают.
считают, что они тоже являются такими же экспертами по черкизовской экспертизе, в котором могут заявить громогласно о том, что это все неправильно, это все они неправильно сделали. Это вот протокол подписан Мадьяровым лично, прям так заявляют. Как будто они были рядом, когда Мадьяров подписывал эти протокола. Когда как эксперт по черкизовской экспертизе указывает о том, что подпись на протоколе о реализации 2003 года не является подписью Мадьярова Токтосуна, а третьим лицом, выполнена третьим лицом. Я считаю, что заявлять такого рода вещи, первоначально надо быть экспертом, а не указывать также голословно. Нам говорят о том, что это все доводы голословны, тогда как их же доводы также являются голословным и все время пытаются именно указывать на то обстоятельство, что Токтосун был и знал обо всех этих обстоятельствах. Мадьяров Токтосун не знал о том, что и реализовали. Мадьяров Токтосун не знал о том, что они получили кредит, а также о ликвидации данного ОСО. Чем вы доказали суду, что он знал об этом? Я считаю, что с третьей стороны также не были доказаны о том, что он знал. Это также мы можем указать, что это голословное заявление представителей Тарика. Они не доказали, что он знал. Когда как Токтосун Мадьяров, именно эксперт по черкизовской экспертизе, указывает, что это не его подпись в самом протоколе по реализации. Заявлять о том, что он знал, это его личная подпись, я считаю, это неправильно, уважаемый суд. Да, мы представители, мы защищаем своих доверителей, но надо исходить от того, что мы имеем. Мы имеем на сегодняшний день по черкизовской экспертизу, да, она выполнена на основании возбужденного уголовного дела. Оно есть, его нету, он есть. Этому тоже должна быть оценка, в котором указано, что подпись в самом протоколе передачи реализации не его. Кроме того, уважаемый суд, я хочу также указать на то обстоятельство, что второй участник ОСО «Азамат», это Лямина Анна Севастьяновна, также имеется по черкизовской экспертизе, в котором также эксперт указывает, что это не ее подпись в самом протоколе по реализации данного имущества 2003 года протоколе. Есть это заключение, материал дела, оно имеется. И также было заявлено, что торговый дом «Элита» является там Мадьяров Талгат участником, в Азамате Токтосун Орманбекович, якобы они не могли не знать. Вот именно в том-то проблема, что они, являясь родственным отношением сын и отец, они друг другу доверяли. И не только друг другу, доверяли третьим лицам, и также Азимову доверяли, и другим лицам, которые на тот период, видимо, работали в этих торговых домах «Элита» и ОСО «Азамат». Но их обманули. Не каждый участник каждый день приходит в компанию и все время интересуется этими вещами. Тем более, раз, как говорит мой доверитель, это была большая корпорация, больше 100 человек. Уважаемый суд, согласно хозяйственного товарищеского общества, пункт 1 статьи 7 указано, что доля всех участников в имуществе хозяйственного товарищеского общества пропорциональна их вкладам в уставной капитал. Также в статье, пункт 1 статьи 37 права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью. Участники общества с ограниченной ответственностью имеют право участвовать в управлении обществом с ограниченной ответственностью в порядке, определенном настоящим законом и учредительными документами общества, в том числе принимать участие в распределении полученной обществом прибыли. В уставе ОСО «Азамат» и в других уставах любого общества с ограниченной ответственностью указано, что участники общества являются высшим органом управления компанией, обществом. Соответственно, как участники Лямина, Трудумамбетов и Мадьяров Токтосун, они приняли данное решение о передаче. На сегодняшний день, согласно статье 185 Гражданского кодекса, недействительность сделки, не соответствующей закону, указано, что сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожная, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения закона. Уважаемый суд, мы считаем, что данная статья в полной мере указывает на те обстоятельства, которые мы сейчас рассматриваем и на основании чего мы сейчас
основываемся на своих доводах по признанию нашего иска в удовлетворении. Кроме того, статья 197 Гражданского кодекса указано, что сделка совершенно под влиянием обмана также является недействительной, уважаемый суд. Да, мы считаем, что со стороны Азимовой были проделаны незаконные действия, в связи с чем на сегодняшний день имеются незаконные сделки по оформлению данного недвижимого имущества. Это торговый дом, да, можно так сказать. Вот. Ну, что еще? Я укажу на то обстоятельство, что да, с 2019 года по сегодняшний день, вот когда это было приостановлено, да, в феврале месяце, да, следователями правоохранительных органов были проведены все следственные мероприятия, был указан и определен виновник всего этого, это Азимова Адиля. Вот. В материале уголовного дела там все имеется. Ее признали виновным, рассматривали, приостанавливали, да, так как не могли ее найти, определить место ее нахождения. Но почему теперь они, проведя столько мероприятий следственных, сейчас прекратили, нам это становится тоже непонятным. Тем более это еще в связи с отсутствием состава преступления. Это вообще как-то нонсенс. Как так может быть, если уже уголовное дело возбуждено? Возбужденное уголовное дело. Ладно было бы, если бы только на рассмотрение. Вот. Я считаю, что решение суда, Сокуловского районного суда является законным и соответствует всем требованиям нормативно-правовых актов и действующего законодательства Кыргызской Республики. И просим оставить его в силе, уважаемый суд. А апелляционную жалобу без удовлетворения. Я поддержу. Полностью представитель поддерживаете, да? Реплика? Небольшая. Сейчас представитель сослался в прениях на статью 185 Гражданского кодекса Кыргызской Республики. В исках, в уточнениях нигде эта статья не указана, оспаривает по 197 статье. В суде апелляционной инстанции, тем более в прениях, невозможно увеличить свои исковые требования. Уважаемые судебные коллеги, вот представитель ИСА отметил, что сделка является последствием, результатом злоупотребления доверия и обмана. Однако факт злоупотребления или обмана должно доказываться в рамках уголовного дела. Представитель ИСА также говорит, что вина Азимовой по уголовному делу доказана. Как может быть доказана, если она даже в качестве свидетеля не проходила по делу? И еще раз хочу отметить, что если смотреть на текст постановления о прекращении уголовного дела, экспертиза была назначена в то время, когда уголовное дело было приостановлено. Оно было приостановлено, значит, в июле 22 года, потом экспертиза назначается и получает заключение экспертизы, а уже в декабре 23 года возобновляется следствие. Как можно при таких обстоятельствах назначать экспертизу? Следователь не мог. Да. Все, в принципе. Последнее вот. От 29 августа 2003 года имеется протокол собрания учредителей ОСО «Азамат», согласно которому учредители решили предоставить торговый дом ОСО «Интертрейд» для передачи в качестве залога в ВКБанк. Как они могли передавать здание, которое уже передали якобы ОСО «Элита ЛТД»? Спасибо. Соттук процесс териштирүүлөр бүттү. Эки тарап өзүнүн ой пикирлерин айтты. Азыр болсо судьялар кеңешме бөлмөсүндө чечим чыгарууну күтүп жатабыз. Айта кетчү нерсе, жагдай аябай кызуу жүрдү. Мунун баарын сиздерге кеңири көрсөтүп беребиз. Ал эми азыр болсо белгилүү болуп, сот кандай чечим чыгарар? Тарик Мухаммед Рахил и ректора
учреждения Кыргызский международный университет НРЗ Джеймбаевой на решение Сокулского районного суда Чуйской области от 13 октября 2023 года, руководствуясь статьями 338, 341, 343 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской республики, судебная коллегия определила решение Сокулского районного суда Чуйской области от 13 октября 2023 года отменить и направить дело на новое рассмотрение. Определение вступает в законную силу с момента вынесения, может быть обжалован в кассационном порядке Верховный суд Кыргызской республики в 30-дневный срок. Понятно, да? Мы решение отменили с суда первой инстанции, направив дело на новое рассмотрение. Полностью доводы будут изложены в определении, судебный будет готов через неделю, можете его получить. Судебное заседание закрыто. Материал вот обозрели ваши. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эле соттун чечими чыкты. Замир мырза, учка кеп айта кетсеңиз, чечимде ошондо Сокулук райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Сокулук райондук соттун чечимин жокко чыгарып, кайра кароого жиберди. Кайра ошондо иш Нолдон каралат да мындай жай. Сокулук район сотуна башталат да. Ооба. Кайрадан нөлдөн. Кайрадан башынан. Бул жагдайда кандай деп айтып кете аласыз? Бул жагдайда эми соттук коллегия ушундай чечкендейин биз колдойбуз. Жок дегенде күчүндө калтырган жок. Мыйзамдуулук чегинде каралышына шарт түзүп берди да. Кайрадан башталат. Кайрадан нолдон болсо да. Бул баягы кайрадан ошо болгон документтер менен акыйкатта адилеттүүлүктү айтып чыкканга мүмкүнчүлүк болот деген сөз. Ошондой мүмкүнчүлүк болот. Негизи го жокко чыгарып туруп, өздөрү жаңы чечим чыгарып, канааттандыруудан, доогердин талаптарын канааттандыруудан баш тартса жакшы болмок. Бирок эми жокко чыгарып эле кайра кароого жиберип койгондуктан биз ал менен деле макулбуз деп ойлойм. Эми баягы мен кызыкчылыгын жактаган киши менен дагы талкуулайбыз. Балким биз жогорку сотко кайрылабызбы же кайрылбайбызбы. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр соттук процесс жыйынтыкталды. Сокулук райондук сотунун чыгарган чечимин жокко чыгарып, кайрадан кароого жөнөтүлдү. Эмне дейбиз? Кийинки соттук процесстерде да бул окуя деги эле кантип бүтөт, биз аягына чейин чагылдырып беребиз. Биз сөз албетте акмалап туруңуздар. Кызыктын баары алдыда демекчи. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.